главным занятием была работа в поле. Полевые работы задавали ритм жизни всему народу. Хмель – традиционная сельхозкультура для Чувашии. Народ возделывает его с незапамятных времен. Хмель культура очень трудоемкая культура. Начиная с посадки хмеля, во-первых, он начинает давать урожай только на 3-й год. Урожайность хмель. Первые 2 года это растет, набирает силы, только на 3-й год дает урожай. И она еще трудоемкая чем? Надо ранней весной уже начинаются работы, и вплоть до глубокой осени. Хмель – многолетнее растение. В республике возделывают 5-6 сортов. Убирают созревший хмель вручную, срывая колючие стебли, длина которых может достигать 10 метров. Чувашии выращивают 90% российского хмеля. Его используют в парфюмерии, медицине, хлебопечении и, конечно, в пивоварении. Я помню, как оно варилось, как оно готовилось, как проращивалось зерно, в данном случае ячмень или рожь. Потом она проращивалась, она в печке в русской сушилась. Потом я сам ездил на мельницу, обмалывал все это дело. Потом варилось сусло. Потом все это через фильтры соответствующие, которые, таким крестьянским методом они были сделаны, это мастерство соответствующее, и этот фильтр был идеальный. И до начала земляных работ всегда мама в погреб заготавливала 200-литровую бочку пива. И его иной раз во время сенокоса нам, детям, давали, потому что сенокос этот, с одной стороны, очень такой тяжелый труд, и это калорийный такой напиток восстанавливал энергию у любого человека. И тем самым хороший нормальный двор сегодня в сельской местности. Домашнее пиво силы прибавляло, жажду утоляло, да и в голову сильно не ударяло. Поэтому чуваши хмельной напиток ценили. В честь него в старину проводили праздник Кёрсари – осеннее пиво. К торжеству готовились заранее, старались завершить все сезонные дела. В это время во всех селах проводили ниме – это соседская помощь. В деревне собиралась артель и помогала всем. Обычно это были дела, с которыми в одиночку тяжело справиться. Например, просушенное сено в сток собрать или дом построить. Работу делали на совесть, но старики все равно за артелью присматривали, песнями подбадривали. Игорь Шлях, А если требовалось, то и совет давали. Например, красивое ли платье сшила девушка, правильно ли узоры вышила.
современных чувашских селах традиция неме до сих пор жива. Тем более сейчас, когда народ стал возвращаться в деревни, возрождать старинные обычаи и организовывать фольклорные коллективы. В деревенской семье в старину без дела никто не сидел. У всех были свои обязанности. Каждый делал то, что у него лучше всего получалось. Девушки и пожилые женщины обычно пряли или ткали. А те, кто при большой силе, ни от какой работы не отказывались. Основной заботой перед праздником было приготовление пива. Для этого с хмеля снимали шишечки, от них вкус напитка зависит. Для солода готовили ячмень, рожь или пшеницу. Зерна просеивали, проращивали и перемалывали. В основном в каждом доме женщина варит пиво. Это должны были уметь. Вот кто замуж выходит, это уж обязательно. Женщина должна варить пиво. Но вот все чувашские древние обычаи соблюдает Валентина Федоровна. В старину пиво варили на улицах в больших котлах. Процесс был трудоемкий, поэтому за один раз старались приготовить как можно больше напитка. Пока хмель закипал, готовили своеобразный фильтр в специальном корыте. Соломой засыпали деревянную решетку. Сверху равномерно выкладывали солод. К этому времени и хмельной отвар поспевал. Отвар проходил сквозь этот фильтр, вбирал в себя вкус и запах солода и сена. Конечно, напиток потом еще настаивался определенное время. В него для крепости добавляли дрожжи. Крепость пива зависела от содержания сахара. Сколько вот, а сахара в то время не было. Вот именно солод, его же бродил он, вот подслащался он натуральным способом. И вот именно от этого и зависело, сколько солода и сколько времени выдерживалось, бродилось оно. В чувашских селах и сегодня каждая хозяйка варит домашнее пиво и готовит национальные блюда. Шурбе, шартан, сурме, сутта. Сутта – это кровяная колбаса. Для нее нужны кровь, сало, соль. Иногда добавляют крупу. Все это смешивают и закладывают в натуральную оболочку – бараньи кишки. Вообще при разделке туши ничего не выбрасывается. Из всего можно сделать деликатес, считают чувашские хозяйки. Например, сурме – это такая косичка, в которую заплетают почти все внутренности барана. Печень, легкие, вырезки, жилы, сало и так далее. Все ингредиенты завязывают тонкими кишками. А этот серый мешочек пригодится для шартана. Это бараний желудок, в который помещается весь баран. Но в данном случае хозяйка положит мясо и жир, порезанные на кусочки, добавит кишки, в общем, все, что осталось. Чем больше и разнообразнее будет начинка, тем шартан получится вкуснее.
Самса очень аккуратно. Шабан бегих. Отварную косичку, кровяную колбасу и мясо отправляют в один котел. Бульон, который получится, является основой для национального супа – шурпе. Это блюдо есть у всех тюркских народов. Оно может называться шурпа, шурба, хурпа. Очень сытный суп, который в Чувашии обязательно подают гостям. А вот шартан кладут в печь, в которой уже огня нет, а жар еще остался. Бараний желудок может томиться в таких условиях 3 ночи, превращаясь в небольшой мясной шар с тонкой оболочкой. Все эти блюда подают на праздники. К ним обязательно добавят чувашские вареники, хулпу, мясной пирог и, конечно, пиво. Открывают, встречая гостей, отмечая семейные торжества и, конечно, большие обрядовые праздники. Вот от этих блюд я бы не отказался ни от одного вида. Сейчас создаются наши пункты общепита, ресторанчики, кафешки. Мы хотим возродить на самом высоком уровне нашу кухню, кухню чувашской культуры. Кёрсари, праздник осеннего пива, начинается с преломления хлеба из муки нового урожая. Каждый гость, съедая кусок, благодарит природу за хороший урожай. Чтобы и в следующем году хлеб уродился, собирают дань для духов. Дары отнесут керемети. Это священное место. Главное действие на Кёрсари – это смешивание прошлогоднего пива с новым напитком. В старину пиво символизировало молодую семью. И на Кёрсари существовала примета – кто смешает пиво, тому и семью создавать. Поэтому купажом занимались исключительно девушки. Смешанное пиво раздавали всем собравшимся. Этот древнейший напиток известен человечеству несколько тысячелетий. Ученые предполагают, что пиво пили все тюркские племена, но традиции пивоварения сохранились только в Чувашии. Древние обряды возрождает фольклорный ансамбль «Уяв» под руководством Зинаиды Козловой. В номере Кёрсари ей, как самой старшей, по традиции надо исполнить главный танец. Позже и молодые начнут водить хороводы, но сначала они отведают гуся. Птицу должен разделывать жрец праздника. Он же решает, кому какая часть достанется. Хозяину отдают голову, чтобы он всегда был в доме главным. Хозяйке достается огузок, чтобы знала свое место, а крылышки девушкам, чтобы они быстрее нашли себе пару. После этого и начинаются танцы. На праздники чуваши до сих пор приходят в национальных костюмах. И если сейчас их надевают для красоты, то в старину по костюму судили о человеке. Например, к какой группе относится – к верховым, низовым или средненизовым чувашам. Женский головной убор подсказывал, замужем его хозяйка или еще только ищет жениха. По сравнению с женским костюмом, на голове у нее округленная шапочка, вся вышитая бисером. И вот эта высокая часть, она, верхушечка, она закрыта. И здесь у нас
прикрепляется такая макушечка. Почему существует только у чувашского народа такие макушечки? Они опять, тут можно сказать, что они показывают связь с космосом, связь мироздания человека, значит. И далее, в нагрудной части в этом костюме тоже свое девичье нагрудное украшение. Костюмы разных эпох хранятся в Чувашском национальном музее. В старину даже крестьянские девушки носили богато вышитые платья и серебряные украшения. Как говорят ученые, чувашская вышивка делалась не только для красоты. В первую очередь она несла информацию о самом человеке и о строении мира. Любой орнамент – это древо жизни и это солнце. Вот эти два таких основополагающих момента в орнаменте, мне кажется, обязательно в каждой одежде, в каждой принадлежности, да и в каждом украшении. Если посмотреть даже украшения, которые закрывают голову, которые вокруг шеи, на груди, это тоже ведь, в принципе, светило. Это тоже определенная схема космоса. Вот на девичьем украшении мы видим крестообразную композицию. Это символ солнца, которая, я считаю, наверху защищает как бы голову. Вообще это как модель тоже космоса. Есть версия, что в вышивке зашифрованы руны, и в старину мастерицы могли стишками написать послание, например, своему возлюбленному. Эту версию поддерживает чувашский ученый Алексей Трофимов. Есть слова, есть небольшие предложения, я бы сказал. В них в основном встречаются имена и посвящения. «Я тебе дарю», но там не найдем мы какие-то другие наши слова. Вот там это связано было с самой этикой, эстетикой. И «я дарю», и сохранились имена вот этих вышивальщиц. Алексей Трофимов много лет изучает руны. Он предполагает, что рунопись в Чувашии развивалась до XVIII века. В музее хранится камень с древним текстом. Этот памятник истории нашел именно Трофимов. Мне попалось вот эти, значит, самые, вот эта линия, эта линия, эта линия. Почему-то, значит, я держал вот так вот так вот. И, конечно же, это знак. Вы не знаете, какое удивление, что произошло у меня, значит, внутри, во внутреннем мире, когда пальцы, значит, почувствовали, это знак рунической письменности, идущий издалека, от древнейших времен. Пальцы. Потребовалось много времени, чтобы расшифровать руны. По мнению ученого, надпись посвящалась основателю села. Потомки просили его помогать им. Защиту и помощь ждали не только от духов предков, но и от орнаментов. Вышивки в старину считались оберегом, поэтому свадебные наряды так богато расшивали. Вот здесь у нас невеста, костюм невесты, точнее сказать. Она изображена ожидающая жениха. Узоры должны были максимально защищать человека от дурного глаза и злых сил. Поэтому свадебные наряды расшивали так богато. Узоры должны были максимально защищать человека от дурного глаза и злых сил. Мы проводим праздник Агадой, мы одеваем, у нас есть шубр для мужчин, национальный костюм, а для наших милых красавиц, невест, имеются хорошие такие современные платья. И каждая семья, в принципе, это не повседневные как бы носки, но их хранят, чтят и ценят. Марине. Марья. Дом украшен рушниками. На столе лучшее пиво. На девушке белое покрывало. Верные признаки чувашской свадьбы.
В доме невесты готовятся к девичьей свадьбе. В старину чувашские парни женились рано, а девушки выходили замуж поздно. Ведь чем взрослее невеста, тем опытнее она в хозяйстве, да и приданого будет больше. Поэтому нередко девушка была старше жениха на 5-7 лет. Как только со двора начинало доноситься веселье, родители оставляли дочь с подругами, а сами торопились навстречу гостям. Свадебное шествие возглавлял дружка Балагур, как правило, старший родственник жениха. Он-то и вел все переговоры на тему «У вас товар, у нас купец». Ему первому родители преподносили хлеб-соль и чарку домашнего пива, главный чувашский напиток. Если угощения дружке нравились, он разрешал жениху и гостям заходить в дом. Свадьба – это демонстрация семейного достатка и умения хозяев. Вышивки говорили о трудолюбии невесты, а серебряные украшения – о богатстве приданого. На свадьбе невеста должна была плакать, ведь она с родными расстается, у нее другая жизнь начинается. Кроме того, плач от злых духов защищал, так что невесте разрешали причитать. Но дружка долго плакать не давал. Напоминал, что на свадьбе надо веселиться, а случай всплакнуть еще представится. Самый трогательный обряд на свадьбе – родительское благословение. Молодожены вместе со всеми гостями опускаются на колени перед родителями. Отец и мать по очереди дают свои напутствия. И обязательно немного денег, чтобы молодые жили в достатке. На этом девичья свадьба заканчивается. Молодые гости уезжают в дом жениха, где веселье продлится еще несколько дней. И невесте предстоит сменить несколько костюмов, но все они будут украшены национальной вышивкой.
Чувашская вышивка и национальные костюмы вдохновляют многих мастеров. Старинный серебряный головной убор – музейный экспонат. Расшитая в национальном стиле рубашка и тенденции высокой моды. В итоге наряд, достойный знатной особы прошлых веков и современной модницы. Это творение известного модельера Игоря Додиани. Коренной москвич, он уже более 10 лет живет и работает в Чебоксарах. Одна из его коллекций была посвящена искусству чувашского народа. Я всегда восхищаюсь, если у меня в руках попадается вот какая-то такая очень старинная вещь. Я пытаюсь сочинить что-то, а кто это мог сделать, а как это. Ну и потом всегда тоже возникает вопрос. Представляете, лучина, темнота, и человек сидит и вышивает. Вот это, конечно, меня всегда это потрясало. В его мастерской трудится несколько человек, которых Игорь Додиани называет семьей. Он переносит свои идеи на бумагу, а они воплощают их в тканях. Я говорю про бредни, да, любого художника, там, значит, можно нарисовать что угодно. Но есть одна серьезная вещь. Вот то, что ты придумал на листке бумаги, из другой бумаги нужно создать форму, которую ты в конечном результате хочешь получить. Вот это вот мой милый, очаровательный человечек, который создает эту форму из сначала бумаги. Она делает вещи без примерки. Он создает костюмы для многих известных людей. Его творчество покорило княжескую семью Монако. Он автор костюмов к историческим фильмам Дружининой. Говорит, самой сложной работой было платье крестьянской девушки. Я вам сейчас покажу вещь, которая сделана полностью от начала до конца, от создания самой ткани до рисунка. То есть вот примерно такая история. Девушка сидит в доме, у нее нет ни прислуги, она сама прислуга, но она хочет красиво выглядеть. И она создает себе наряды. То есть она вяжет мехом, деревянными спицами и деревянным крючком. Значит, она что-то вышивает, создавая красивый орнамент и узор. Ну, каждый из нас сегодня представляет, что такое лен. Да? То есть льняные полотенца, льняные простыни, льняные скатерти и так далее. То есть фактуру представляет. Это полностью лен. Но сначала продергивается и выдергивается ниточка, а потом иголочкой создается орнамент и рисунок. Понятно, да? Вот я сейчас могу на просвет показать. И только потом вещь сшивается. Вообще вот удивительная, уникальная вот такая вещь. Идеи для чувашской коллекции подсказывают старинные наряды, древние украшения, которым отводится ведущая роль в костюме. Иногда выбор материала и узора диктует предыстория костюма, которую Додиани сам и придумывает. Например, история романтической любви в чувашской деревушке, где много цветов и уже наступила осень, превратилась в подвенечное платье из бисера, где каждую бусинку нанизывали вручную и внимательно высчитывали узор. Мария Васильевна Симакова может часами не вставать из-за пялец. Знает практически все секреты чувашской вышивки. Владеет всеми стежками, а их несколько десятков. Особенность чувашской вышивки в том, что она счетная, то есть рисунок надо просчитывать по стежкам. А это очень сложно. Один неверный укол иголкой, и орнамент незаметно начнет разваливаться. В
вышивке в старину старались использовать чистые цвета – красный, синий, черный и желтый. А еще в узорах зашифровывали послания. Руны есть у нас. Но сейчас давно уже перестали по этим рунам как-то работать, вышивать. А раньше все это было. Вот в чувашской вышивке там говорили, вот письменность это. Письменность там есть. Если раньше вот умели читать вот это вот, я знаю вот там, здесь вот небо земли. Небо, врата неба считается, врата земли. В старину чувашских девочек с 5 лет сажали за пяльцы. К своей свадьбе они должны были расшить не 1 десяток рушников, скатертей, рубашек, платков. Мастерство в прямом смысле было залогом успешного замужества. Мария Васильевна уже давно сбилась со счета. Ее работ хватило бы нескольким девушкам на приданное. Многие ее вышивки хранят Петербурга, Чебоксар. Чтобы получился один такой рушник, требуется несколько месяцев кропотливого труда. В награду – мировое признание. Я один пример скажу. Участвуя ежегодно на международной выставке «Зеленая неделя», которая проводится под эгидой правительства Российской Федерации, в данном случае Минсельхоз России, наша вышивка чувашская раскупается там на расхват. Я никогда не думал, что в Германии проводятся специально праздники костюмов разных. И наши костюмы с чувашской вышивкой выигрывают, и люди становятся победителями. В чувашском орнаменте, впрочем, как в самом национальном костюме, зашифрованы не только рунические письмена, но представления народа об устройстве мира. Может, поэтому работы чувашских мастериц такие красивые. Чувашская вышивка способна пробудить интерес к истории народа. Фольклорные коллективы – частые гости этой маленькой звукозаписывающей студии. Давай, пусть так прозерби. Ее руководитель Алексей Иванов помогает артистам. Записывает их выступления, выпускает аудиодиски. Он сам большой поклонник народного творчества. Народная музыка, она как-то чисто на генном уровне, что ли, действует. Иногда, как только я начинаю слушать народную музыку, аж слезы как будто из глаз выходят, эмоционально. Сразу резко, там как бы резонанс как бы проходит, да. Ну, сейчас некоторые народные музыки извращают, изменяют, да, как бы. Она уже не так действует вообще почему-то. А если вот чисто в натуральном виде, веками, тысячелетиями отработано, да, прямо в резонанс входит, как бы вот. Прямо в эту музыку сам входишь. Интерес к истории у Алексея Иванова появился благодаря узорам на бабушкиных вышивках. Историческая личность Атиллы очень заинтересовала Алексея. Он даже заказал костюм последнего тюркского предводителя. Дизайн разрабатывал вместе со студентами-художниками. Хотел, чтобы наряд максимально соответствовал эпохе и духу Атиллы. О, Асла Тура! Тура Амажа! В костюме Атиллы в роли мочавара, то есть жреца, Алексей проводит один из древнейших чувашских обрядов – чук. Это жертвоприношение верховному богу Тура. У бога жрец просит простить людей за их прегрешения и даровать богатые урожаи и здоровье. Такой же обряд в детстве проводила его мама. Вот я обряды проводил, вот, допустим, мы друзьями собирались, и тучи обходили нас стороной, везде дождь, а около нас никакого дождя нет. В этот раз во время обряда на небе появилась радуга, связь между небом и землей. Чувашский народ очень долго хранил свою веру в бога Туру и отвергал новые религии. Человечество устроено так, что оно не любит ничего там терять. На всякий пожарный случай сохраняет все свои знания, а может, они когда-нибудь да и пригодятся. То есть язычество и у русских сохраняется, и у чувашей, и у марийцев еще сильнее, допустим, у всех христиан.
Да и у мусульман то же самое, потому что татарское мусульманство, оно современное уже мусульманство, которое вот в постсоветское время стало распространяться, оно, в общем-то, не брезгует уже язычеством. Там вот они устраивают на этих вот булгарских развалинах хаджи. Вот, там и обходы этих каких-то там камней, поставленных в наше время, всякие языческие жертвоприношения, там в Беляре, допустим, весь лес обвешан тряпками вот этими языческими жертвоприношениями и так далее, и так далее. Так что тут как подходить к этому вопросу? Вообще надо говорить о полисинкретизме религиозных верований. Чистой веры не бывает, как чистых языков тоже. Когда на земли Волжской Булгарии пришел ислам, чувашей, принявших его, переименовывали в татар. В Казань они, конечно, не уезжали, оставались на родной земле, но старались держаться вместе. Так в Чувашии появились татарские деревни. В 2010 году в селе Шигырдан была построена центральная соборная мечеть в честь 3 сподвижников пророка Мухаммеда, которые проповедовали ислам в Булгарии. Здание – точная копия булгарской хан-мечети. Построена она на средства селян и символизирует возрождение мусульманских традиций. Но все же большая часть чувашей – православные. Чуваши – один из немногих тюркских народов, принявших христианство. А кроме того, это второй народ в России, который полностью перевел Библию на свой язык. В храме Вознесения Христова службы идут на 2 языках – церковно-славянском и чувашском. В Чебоксарах это пока единственная церковь, где молитвы звучат на национальном языке. Организовал службы отец Михаил. Он же был руководителем проекта по переводу Библии. У нас были сильные дебаты, например, не могли перевести «Господь Бог». У нас «Господь» нет. И вот, и наоборот, «Господь» переводится, «Бог» не переводится. А вот у нас одно слово «тура». По-еврейски «тора», а вот у нас «тура». И никак вот не переведут. И решили переводить это слово как «верхний хозяин», «шулхуджа». Ну, многие не соглашались. И мне приходилось даже, когда комиссия была, настаивать, спорить и доказывать. Но священники даже в одно время обижались на меня. Я прямо заявлял: найдите слово прямо сейчас, заменим, и все, никаких проблем нет. И все молчат. Но я говорю: почему же тогда вы против идете-то этого слова? Библию-то надо переводить. Переводить Библию на чувашский язык начинали еще до революции. Потом был перерыв почти на 100 лет. Первый вариант священного писания на национальном языке хранится в маленьком монастырском музее. К очередной попытке приступили в сложные 90-е. В епархии понимали, что чувашскому народу нужны службы на родном языке. Где служба совершается только на чувашском родном языке, для народа она очень приемлема. И бабушки, они не могут понимать по русскому языку, по славянскому тем более. Еще сложнее. Но когда они молятся на родном языке, у них прошибают слезы. Над переводом трудилась группа авторов. Выпускающим редактором была известная чувашская писательница Ева Лисина. Она вспоминает, когда только приступила к работе, первые 100 страниц дались на удивление очень легко. Вот через 10 дней я с наслаждением беру свою рукопись, хочу отредактировать. И Господь мне сразу дал
урок. Я открываю, ничего нету, а там 100 страниц. Я лихорадочно листаю. На последних страницах есть какие-то вот вдавленные строки. Якобы тут написано. У меня был полный шок. Я побежала в книжный магазин. Я там купила бумаги и стержни. Я говорю, что это такое? Они говорят, есть такой обесцвечивающий стержень. Я переводила и пользовалась этим стержнем. Но все обесцвечилось, ничего. Я пришла домой, это сейчас я вот могу, что произошло. Тогда же нет, никакой практики не было. Я очень редко плачу, я заплакала, и на следующий день начала заново переводить. Я переводила еле-еле, с таким страхом. И у меня в каждом стихе возникали вопросы, и с тех пор вот все это осталось. И страх, и необычайная осторожность. Работа над переводом длилась почти 20 лет. Переводчиком Ева почувствовала себя только на 5-й год, когда сделала окончательный выбор между священным писанием и художественной литературой. Говорится, Библия никогда не умрет. Когда-то Чувашия была насильно крещена, но именно христианство подарило красивому чувашскому языку бессмертие. Чувашский язык в тюркской группе стоит обособленно. Мнения ученых разнятся. Одни склоняются к тому, что он сильно ассимилировал с иранским, другие придерживаются мнения, что чувашский язык, наоборот, сохранил чистоту тюркского языка. Праский Витти – народный художник Чувашской республики. Он признан не только в России. Ему предлагали мастерскую за границей, но он отказался. Праский Витти любит писать национальные костюмы, считая их совершенным творением. По его мнению, в женском наряде соединяются философия народа и практичность воина. Например, девичий головной убор. С одной стороны, это небо, усыпанное звездами, а с другой – блестящий шлем. Ведь в старину девушкам тоже приходилось воевать. На полотнах художника с геометрической точностью прописаны все детали костюмов, орнаментов, украшений. Удивительно, что при такой детализации большая часть картин создана за один раз, без дорисовок и переделок. В искусстве Праский Витти – авангардист. А в жизни он называет себя арьергардом, человеком, прикрывающим тылы. Я рисую тот народ, которого уже нет. Но так как я его сын, и я умею делать, я рисую такие вещи, которые застал. Я это застал. В моем детстве люди выходили в праздничной одежде подметать улицу, пели в хороводе и так далее. Пили только пиво. Но я хочу это нарисовать, оставить как памятник. Самые ценные памятники старинной чувашской культуры – это обряды, которые сегодня возрождают творческие коллективы республики. Зима в Чувашии обычно снежная и морозная. Молодежь гуляла на улицах, группами переходила из дома в дом, где намечались посиделки – улах. Устраивали их девушки, чтобы вместе заниматься рукоделием, а заодно и повеселиться.
Главным угощением на посиделках было, конечно же, пиво. Хозяйка каждому гостю преподносила хмельной напиток. Это было знаком уважения и расположения. На посиделках за молодыми обязательно присматривали старшие. Но это не мешало парням и девушкам веселиться и выбирать себе пару. Когда парни рядом, тут уже не до рукоделия. Но вышивки девушки с собой обязательно приносили. Ребята девичьи работы рассматривали и решали, какую мастерицу стоит взять в жены. Зачастую на посиделках и выяснялось, что избранница-то уже при женихе. Незадачливого гармониста тут же могла прибрать к рукам бойкая девица и дать пищу для сплетен. Кстати, на посиделках нередко забавлялись игрой, сплетницей. Заводила строго спрашивает, кто на мосту долго прощался, обнимался. Виновникам стоит признаться. А то не ровен час и отхлестают. Лучше всего оправдаться. Дескать, не дольше других стояли. Зимние посиделки – постоянный номер в репертуаре студенческого коллектива «Юрай». Это младшая группа Уява. Многие ребята приходят на фольклорное отделение, не умея даже говорить по-чувашски. Просто я, когда училась в школе, я занималась русским народным песенным творчеством. И уже начала увлекаться чувашским фольклором в университете, когда поступила к Зинаиде Алексеевне. Вот. Изначально я не поняла, куда я попала, но по прошествии времени это стало одним из важных элементов в моей жизни. Именно народные песни и обряды помогают студентам очень быстро освоить красивый язык предков. На концертах они уже хорошо говорят на чувашском. На зимние посиделки приходят и потенциальные свекрови. Приносят гостинцы, а сами будущих невесток оценивают. В конце посиделок та из девушек, что уже собирается замуж, просит подруг на прощание спеть ее любимую песню. Для будущей невесты это был последний улах. Осенью девушка выйдет замуж, и для нее начнется череда других обрядов и традиций. И спрятали люди тюркские дары на самом видном месте. Зашифровали руны в орнаментах вышивки, традиции в костюмах. И в обрядах сумел чувашский народ сохранить свою историю.